В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. 15 января в России отмечается День зимующих птиц. Этот экологический праздник учрежден в 2003 году в честь дня рождения писателя Евгения Носова. Сегодня мы поговорим о том, сколько птиц зимуют в Якутии и как можно им помочь пережить холода. Гость студии Евгений Шемякин, орнитолог, научный сотрудник Института биологических проблем крилитозоны СОРАН. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько видов пернатых насчитывается в Якутии, и какие из них остаются зимовать у нас? Вообще, в целом, на территории Республики Якутии обитает порядка 350 видов птиц. Это те, которые сюда прилетают, и те, которые зимуют. И из них порядка 40 видов остается здесь на зимовку. И чаще всего они... Бывает, что не сидят на определенных своих территориях, а иногда еще и кочуют. Тоже есть кочевки, например, у птиц. Вот. И помимо этого у нас есть еще и такие термин синантропность. Да? Синантропные виды – это те виды, которые благодаря человеку здесь появились. И такие виды всеми нами известные воробьи. В 50-х годах появилась большая синица. Вот. И также вот у нас на территории города Якутска даже такая высокая синопантрия появилась у сизого голубя, который мы прекрасно видим на черте города Якутска около торгового центра Кумир. Да, вот эта вот локальная группировка живет, вот она там и продолжает держаться. И так в целом, конечно, наши птицы чем уникальны, почему они остаются здесь? Потому что эти птицы адаптированы к условиям крайне резких, низких температур. Да? И для этого они приспособились, различные у них приспособления появились. Например, некоторые птицы приспособились к тому, что при низких температурах они зарываются под снег и ночуют под снегом. Это вот глухари, куропатки, рябчики, тетерева, курообразные в целом приспособились вот таким вот образом. А некоторые совы приспособились делать запасы. Например, есть такие совы, как сычики. Да? Они в течение осени собирают в дуплах не только насекомых, в том числе и грызунов мелких воробьиных. Они все запасают в норах. И в течение зимы они оттуда достают и поедают. А некоторые есть даже эти мелкие воробьиные птицы, таежные, это вот гаечки, поползни, это те виды, которые при низких температурах приспособлены тоже также ночевать в дуплянках, в дуплах, под снегом, под корневищем деревьев. Вот они вот так вот приспосабливаются. А некоторые виды птиц, конечно же, за счет своего оперения густого могут переночевать при низких температурах и сидя на дереве тоже. Вот. А вот интересно, да, какие птицы живут именно в населенных пунктах, и можно ли и чем их прикармливать? Подкармливают обычно, подкормка, конечно, в населенных пунктах нужна, потому что эти птицы появились из-за того, что человек начал расселяться в сторону севера, и человек как бы в ответе за свое деяние. Да? И для этого существует несколько программ подкормка птиц и так далее. Вот. Ну и подкармливают птиц в зимний период, конечно, различными, у всех разный рацион. Кто-то там подкармливается с помощью сала, это вот для синиц, да, в большей части используют сало, потому что она богата жиром и так далее. А также зерновыми смесями различными подкармливают и других птичек тоже в том числе. Ну, это вот именно те птицы, как воробьи, синицы, да? Да, вот для них, ага. Ну и для голубей тоже, которые вот здесь вот, да. А как переносят зимнюю стужу лесные птицы, да? И вот их также необходимо ли прикармливать или лучше не стоит? Зимние птицы, которые лесные виды птиц, они уже приспособлены к условиям своей среды обитания. Если что-то им не нравится, они улетают на более южные. Кочуют. Это не миграция, а кочевка называется. Они могут перелетать на более благоприятные места, где есть кормовая хорошая база. Чем они питаются? Лесные виды птиц, это у нас те же глухари, куропатки и так далее. Они питаются в основном растительностью.
Глухари, например, у нас обитает на территории Якутии два вида глухаря. Это каменный и обыкновенный. Каменный глухарь в зимний период кормится побегами лиственницы исключительно им, а обыкновенный глухарь хвоей сосны. И у них тоже распространение, там, где лиственница распространена по территории Якутии, там и обитает каменный глухарь. А там, где в большей степени сосна, там обыкновенный глухарь. Они такие в основном растительноядные, переходят на веточный корм. А те совы, гаечки и так далее, они все-таки приспособлены делать запасы, кормовые запасы. Та же, вот, например, кедровка, она делает множество запасов. Кедровка, есть такая птица, еще другое название у нее ореховка. И она относится к воробьинообразным. Она делает в течение всего сезона летнего, осеннего, когда уже урожай шишек появляется, она делает очень множество своих запасов. И в течение зимы у нее очень сильно развита память. Она знает, где у нее под снегом расположены вот эти их запасы. Она не делает в одном месте, она в нескольких местах. Если в случае их разорения, то она перейдет на другой запас. А если бывают года, когда, например, урожая шишек нету, не каждый год урожай шишек может давать плоды, да? Из-за этого птица начинает перемещаться, откачевывать дальше за поиском корма. И из-за этого мы наблюдаем некоторые виды, которые не характерны, например, для Якутска. В Якутске, например, кедровок нету. В Якутске. А вот в Алекминском, соседнем районе, кедровка, например, обитает. Там урожай орехов этот год, например, нету, значит, они полетели дальше за поиском. Вот. И такие вот случаи частое явление среди птиц. Они приспособлены вот таким вот образом. А какие виды птиц занесены в Красную книгу России и Якутии? В зимний период? В Красную книгу? Да, в Красную книгу. Ну, в зимний период у нас, вообще в целом у нас по Якутии очень много, есть свои эндемичные виды. Это такой вид, как стерх в целом в Красную книгу отнесен. И порядка 64 видов птиц обитает на территории Якутии. А в зимний период есть такая птица, которая занесена в Красную книгу Российской Федерации, так называемая птица дикуша. Она обитает на территории Южной Якутии, там, где произрастает аянская ель. У нас есть вот аянская ель, произрастает на территории Южной Якутии, исключительно там. И в зимний период вот эта вот птица дикуша питается только этой аянской елью. Аянская ель тоже занесена в Красную книгу Российской Федерации. И в зимний период она только им питается, хвоей аянской ели. И сейчас вот то, что промышленное освоение идет и так далее, аянские ели не образуют массивы, как береза, лиственница, сосна, она такого массива не дает. Из-за этого промышленное освоение и также вот эти вот пожары, все это негативно отражается на численность этого вида в Южной Якутии, да, в целом. И она сейчас находится в крайне неблагоприятном состоянии, этот вид. Но, тем не менее, эта птица есть. Вот. И сейчас вот идут специальные работы по искусственному содержанию. Например, в Новосибирске их искусственно содержат. Вот, и выпускают также в неволе. Вот. И вот сейчас работы по сохранению этого вида сейчас вот активно ведутся. А по последним данным, сколько их вот насчитывается примерно? Порядка у нас вообще на территории России, она обитает в Сахалинской области, по Приморскому краю, по Хабаровскому краю, и здесь у нас по Амурской области. И вот самый северный предел ареала — это вот Якутия. И довольно-таки сейчас не очень благоприятное вот это вот состояние у этого вида. Какие-нибудь наблюдения ведутся, возможно, мониторинг? Да, сейчас ведутся работы по мониторингу, проводится мониторинг по численности этого вида. Причины выясняются, почему же этого вида мало, с чем же это связано. И сейчас вот работы продолжаются в этом направлении. А как сказывается вот на видовом разнообразии изменение климата? Тоже очень интересно.
На видовом разнообразии, ну, по изменению климата у нас, особенно в арктических районах республики, мы наблюдаем то, что происходит зарастание так называемой тундры. И вслед за зарастанием тундр некоторые виды птиц начали распространяться еще дальше на север. Такие вот кустарниковые виды, характерные для таежной Западной Якутии, начинают появляться вот в арктической зоне Якутии. Также, помимо этого, мы наблюдаем, что начали появляться виды, которые не характерны для Якутии. Это степные виды. Дело в том, что в Центральной Азии произошла засуха. Это тоже изменение климата вот на районе Центральной Азии. И некоторые озера просто высохли. И вследствие этого некоторые виды начали проникать на территорию Якутии. Они не только начали проникать, но и размножаться. Так мы знаем, например, вот появился у нас азиатский бекасовидный веретенник. Это такой кулик, редкий вид краснокнижный. Вот, это степной вид куликов. И он сейчас на бассейне среднего течения реки Вилюй начал гнездиться. И другие виды, там, например, тот же баклан большой, который вот сейчас большая проблема на Байкале и вообще в целом на западе Сибири. Он очень сильно начал распространяться, численность высокую давать, и даже в том числе в Якутии этот баклан появился. И в настоящее время даже у нас есть информация о том, что эти птицы выводят свое потомство здесь, не характерные виды. Это в результате вот как раз-таки изменения климата. Эти птицы начинают проникать сюда, на север. Угу. Вот если коротко, да, вот над какими проектами вы работаете в институте в этом году и какие-то интересные, возможно, командировки планируются? Да, у нас работа сейчас идет по сохранению и изучению очень редкого вида пискульки, гуся пискульки, который у нас обитает на севере тоже. В районе Северной тайги распространена вот эта вот пискулька. По порядкам, ну, численность этого вида оценивалась нашими коллегами из Китая в порядка 7000 особей. И они у нас гнездятся в бассейне реки Лены. И сейчас мы проводим с 2022 года мониторинг. Сейчас мы установили их очень важные места обитания с помощью GPS-трекинга. И сейчас в феврале месяце, в конце февраля, мы собираемся в Китай, чтобы поехать и оценить зимовочные места обитания этих наших редких видов. Вот. Таким образом, мы вот пытаемся выяснить, где же причина. Мы причину на территории Якутии пока не обнаружили. Нету здесь лимитирующих факторов для этого вида. Возможно, оно расположено в Китае. Ну что ж, Евгений Владимирович, спасибо за интересную беседу, что выделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.